Все люди в мире разные. Они отличаются не только внешне, но и внутренним содержанием. Есть люди, созданные для творчества, а есть люди, которые рождены для науки. О людях науки написано много. Обычно все жизнеописания сводятся к перечислению, что, где, когда и как было сделано. Но умные головы во все времена не могли думать только о своем узком направлении исследований, не размышлять о путях науки и общества в целом. Кроме того, они были нормальными людьми со своими страстями и увлечениями. Персонаж, о котором мы хотим рассказать, внес свою лепту в развитие науки в КНО и Кыргызстане. Урматтуу студенттерим, бүгүнкү турган силерге сабагым Вальтердин биринчи түрдөгү теңдемелери боюнча. Омуров Талайбек Дардаилович, уроженец Чуйской области, доктор физико-математических наук, профессор, отличник образования Кыргызской республики. Окончил КГУ в 1979 году, работал преподавателем с 1979 по 1983 годы, старшим преподавателем с 1983 по 1987 годы, был доцентом с 1987 по 2004 годы. Заведовал кафедрой дифференциальных уравнений с 2010 по 2011 годы. С 2010 года является директором научно-исследовательского центра «Навиастокс» в КНУ имени Джусупа Баласагына. Специалист по корректным и некорректным математическим задачам в естествознании, прямым и обратным математическим задачам, а также по уравнению Навиастокса и другие. Опубликовал более 100 научных работ, в том числе 6 монографий, 4 учебных пособий, 2 учебника, является обладателем 1 патента. Научные труды Омурова. Метод регуляризации интегральных уравнений Вольтера первого и третьего порядка. Прямые и обратные задачи односкоростной теории переноса. Нестационарная задача Навиастокса для жидкости с вязкостью. Талайбек Омуров работал над одним из проблем тысячелетия в течение 10 лет и результаты своих исследований опубликовал в периодическом журнале Пакистанской академии наук. Позже редактор книги «Проблемы и тенденции физики» Томас Джордж с разрешения журнала включил его работу как одну из глав к своей книге. И по решению редакторов журнала и книги было напечатано, что одна из проблем тысячелетия решена в трудах Омурова. Пакистан академиясы Моя работа, изданная Пакистанской академией в 2021 году, была издана в книге под редакцией американского ученого, математика, доктора наук, который более 10 лет был ректором университета Миссури. И в части, где описывается актуальность, напечатали «Проблема тысячелетия решена». И в заключении они пришли к выводу: одна из нерешаемых задач тысячелетия решена в трудах Омурова. Это говорит о чем? Я считаю, что, принимая во внимание вышеописанные, определенные нерешенными задачами со стороны математического института КЛЭ, одна из 7 математических проблем решена. Научные открытия ученых призваны приносить пользу обществу в разных сферах жизнедеятельности. Также труды профессора Омурова можно использовать в решении задач, связанных с гидродинамикой. Колдонуш өтө чоң. Динамик бул мына өзүңөр билесиңер, сууда кубуштар, булар суда торпедаларды. Использование очень широкое. Например, судостроительство разного типа. Суда гражданского или военного назначения. Это катеры, торпеды, вооружения. В общем, строение водного транспорта. В системах охлаждений атомных электростанций. Поэтому профессор Престонского университета Проферман предлагает включить в одну из проблем тысячелетия. Я еще раз повторю, на практике можно использовать во многих сферах. Наука – одна из тех замечательных сфер жизнедеятельности человека, где наиболее ярко проявляется творческий потенциал отдельных людей и всего человечества. Практически любой человек, посвятивший себя науке и честно служивший ей, может быть уверен, он свою жизнь прожил не зря.